Привет, друзья! Сегодня практически в 18 часов я подал в избирательную комиссию Республики Алтай заявление об отказе от участия в выборах главы Республики Алтай. В мотивировочной части я указал, что у меня нет возможности собрать подписи депутатов Совета муниципальных образований Республики Алтай из-за тотального сбора подписей в пользу кандидата, выдвинутого «Единой России» более чем 1/4 районов Республики Алтай. При таком блокирующем состоянии не представляется возможность получить подписи в необходимом количестве для исполнения требований закона. То есть на сегодняшний день муниципальный фильтр фактически заблокирован для кандидатов, которые, вероятно, не подходят по каким-либо параметрам для участия в выборах главы Республики Алтай. Должен сказать, что мной, моей командой и теми людьми, кто помогал честно и бескорыстно мне в этом пути, проделана громадная работа. Несмотря на серьезные препятствия, мне удалось выдвинуть свою кандидатуру, и я должен поблагодарить партию «Гражданская инициатива» в лице Андрея Нечаева и Бориса Надеждина, которые оказали мне доверие и поддержку. Также я очень благодарен местному отделению этой партии, которые также испытывали давление и тем не менее смогли буквально на последнем издыхании провести съезд, внеочередную конференцию этой партии, где выдвинули меня на этот пост. Мне удалось собрать необходимый пакет документов и зарегистрироваться кандидатом на пост главы, выдвинутым кандидатом на пост главы Республики Алтай. После этого мы начали сбор подписей муниципальных депутатов параллельно со сбором подписей депутатов сельских советов. Но, как, собственно говоря, и в 2019 году, очень быстро выяснилось, что необходимого количества подписей собрать не удастся, потому что практически за 2 недели до моего выдвижения часть районов, в том числе Горно-Алтайск, все депутаты этих районных советов полностью отдали свои подписи за представителя партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Вообще, по закону, каждый район может отдать 1 либо 2 голоса в пользу представителя той или иной партии. Нет смысла собирать полностью 100%. И смысл появляется собрать 100%, когда у вас есть желание заблокировать прохождение вашего конкурента. Собственно говоря, этой лазейкой в законе и воспользовались мои оппоненты. Должен сказать, что Петр Букач также, недавно мы с ним общались, сказал, что не смог пройти муниципальный фильтр ровно по той же причине. Поэтому мой коллега из независимой группы депутатов, с которым мы бок о бок работали на протяжении почти 5 лет в парламенте Республики Алтай, также не смог выдвинуть свою кандидатуру. Фактически мы шли 2 разными колоннами, которые бы при благоприятном исходе создали интерес и конкуренцию на этих выборах. Я должен поблагодарить, конечно же, помимо партии, меня выдвинувших, и тех людей, которые мне помогали, в частности, общественная организация «Курултай алтайского народа», всех ее членов, участников съездов, участников предварительных заседаний, за оказанное доверие и большой респект Василию Дмитриевичу Кудермекову, который все это время поддерживал меня и проводил громадную работу для того, чтобы помочь собрать мне голоса. Большое вам за это спасибо. Ну и, конечно же, друзья, депутаты, которые, несмотря на уговоры, предложения, давление и взаимодействие другого рода, все-таки дали подписи в мою поддержку. Я знаю, что для многих это было сделать сложно, трудно, но все-таки они смогли сделать выбор и дали подпись за местного кандидата. И, вероятно, они посчитали, что этот кандидат достоин участия в предвыборной гонке.
Большое вам за это спасибо. Для меня вы настоящие герои. И я думаю, что нам удастся сохранить с вами теплые, дружеские и рабочие отношения на дальнейший период. Спасибо вам большое. В целом можно сказать, что я приложил все силы для того, чтобы, условно говоря, пробраться за ленточку того батла, тех соревнований, той конкурентной борьбы, которая, в принципе, должна сопровождать выборы главы субъекта Российской Федерации. К сожалению, за ленточку я пробраться не смог. Нельзя сказать, что у меня не поменялось настроение. Конечно, тяжело на душе, настроение не очень. Но, друзья, я знаю точно, что за плохим настроением, за некой апатией всегда наступает рассвет, всегда наступает утро и всегда наступает прилив сил. Отчасти эти силы дают те люди, которые писали мне, звонили мне, встречали меня, поддерживали словом, поддерживали делом и помогали мне, можно сказать, энергетически двигаться по этому непростому пути. Конечно, настроение сейчас у меня не очень хорошее, наверное, по мне видно. Но я не привык отчаиваться, я привык держать удар, и для меня поражение – это не новость. На своем политическом поприще мне приходилось терпеть поражение не единожды. Но тем не менее, я понимаю, что рано или поздно оцепенение у народа пройдет, и мы с вами вместе еще сделаем очень много добрых и полезных дел на благо каждого жителя республики и на благо Республики Алтай в целом. Спасибо всем большое. Мы идем дальше. Будем работать.